Так, две темы быстренько пробегусь. Это первая тема, это у нас авария, которая случилась с грузовиком Росатома, и вторая тема политические репрессии, которые происходят у нас повсеместно по всему Кыргызстану. Итак, побежали. Значит, 1 июня произошло авария, и грузовик сошел с моста, и вез он урановые хвосты с хвостохранилища Туюксу. Да? 1 июня это произошло, но так как власти об этом не заявили, то в СМИ эта информация появилась только 3 июня. И 3 июня появилась она с другими фотографиями. Вы видите на экране абсолютно нейтральную фотографию, где люди в халатах. Вот, насколько я помню, и в принципе есть доказательства того, что появился на фотографии съехавшего с моста грузовика. Но каким-то образом в средствах массовой информации мы видим только одну фотографию. Видели. И до меня начали поступать сведения о том, что ГКМБ вовсю угрозами, вызовами к себе там, и так далее, звонками всех, кто публикует фотографии и вообще информацию о перевернутом грузовике, их заставляют это удалить, и как только я получил эту информацию, я начал внимательно следить. Вот вы видите пост, который продержался 2 часа. То есть тут здесь мы видим фотографию грузовика, и сзади мы видим груз, который выпал в реку. Да, это грунт с уранового хвостохранилища Туюксу в Минкуше, чуть выше Минкуша. Вот. Продержался он не более 2 часов, и мы это все зафиксировали. Я понял, что действительно ГКМБ пытается скрыть эту информацию об этом перевернутом грузовике. Вот. И поэтому я разместил его у себя и начал развивать эту тему, находить видео, которые были удалены, фотографии, которые были удалены, и размещать у себя на странице. Тем самым я прорвал эту такую цензуру, которую пыталась организовать ГКМБ. ГКМБ под фейковым аккаунтом начали писать мне угрозы в комментарии, но несмотря на это, вот эта вот информационная блокада этой темы была прорвана, и спустя 2 дня после моих публикаций, 9 июня, уже Кактус Медиа размещает вместе с видео, которое доказывает, что действительно грузовик перевернулся, и груз, который он вез, а именно грунт и хвосты, остатки с уранового хвостохранилища, они выпали в реку. Да? И только 11 июня мы получаем информацию о том, что создана комиссия, которая будет расследовать это и все такое. То есть 10 дней мы потеряли, вместо того, чтобы реагировать на эту катастрофу, да, измерять по всему руслу реки радиацию, смотреть, что можно сделать, да, чтобы минимизировать урон для здоровья населения, и не только Кыргызстана, но и соседних стран, потому что река Туюксу впадает в Минкуш и дальше впадает в Токтогуйское водохранилище, а Токтогуйское водохранилище дальше в Сырдарью и в Аральское море. Ну, то есть, фактически мы говорим о катастрофе такого межрегионального масштаба, но до сих пор наше правительство, тоже Акылбек Жапаров, Министерство чрезвычайных ситуаций, пытается все это скрыть и говорить о том, что ничего такого не произошло. Хотя правительство уже Жөнүндө алыныш болот, кетип атат уранын баары суу мененчи.
не только расследовали, но и ряд мероприятий, которые бы, как я уже сказал, минимизировали последствия вот этой аварии, да. Вообще-то, стратегический план по вывозу, значит, остатков с хвостохранилища Туиксу было спланировано на площадке СНГ, да, и подписи под ним поставили там Ахлбек Джапаров и министр чрезвычайных ситуаций Баубек Аджибеков, да. И уже тогда говорили о том, что в срочном порядке, и там запланировано было, что до 23 года с Туюксу должны были перевести в хвостохранилище Дальний все остатки хвосты. Вот, но этого не произошло, уже 24 год, до сих пор и его таскают, да. Вот, и почему такая спешка была, потому что Туюксу, эксперты говорили, что после землетрясения 2004 года там есть угроза оползней, и вот давайте дословно дочитаю, по словам специалистов, он может перекрыть русло реки Минкуш, и тогда они вместе с урановыми и хвостами потекут в реку Нарын. Такая катастрофа, возможно, станет главной проблемой Центральной Азии. Что и произошло, да, то есть из-за аварии с грузовиком, не весь, конечно, не все хвостохранилище, часть урановых хвостов попала в реку Минкуш, и это катастрофа и проблема не только для Кыргызстана, да, но почему-то наши власти хотят прикрыть, сделать информационную блокаду, закрыть на это глаза, потому что для наших властей важнее все-таки интересы частной компании, которые перевозят эти хвосты и зарабатывают на этом деньги. Вот, эта частная компания уже известная, Эронстрой, владельцем является некий Раимджанов и, и компания Меридиан, у которого во владельцах то ли кореец, то ли китаец, ну, иностранец Ли Танк Суш. Ну, я продолжу расследовать эту компанию, вот, но обычно за иностранными владельцами, ну, такими ноунейм владельцами, да, не крупными корпорациями, ноунейм владельцами скрываются наши же высокопоставленные чиновники, поэтому она была создана как раз в 2018 году, когда вот как раз появилась, ну, то есть было подписано соглашение и началась рекультивация Минкуша. Вот. И дальше вкратце о Кызылымпеле. Тут то же самое, да. Ну, мое мнение такое, то есть у Кыргызстана два пути. Одно развиваться интеллектуально, вкладываться в образование, делать высокотехнологичные вещи, создавать крутые креативные, я не знаю, вкладываться в этом направлении, да, создавать условия для программистов, для дизайнеров, для вообще новых специальностей, да. И вторая – это вот старый путь, это вот стать сырьевым придатком, отдать все месторождения кому-то на разграбление, ну, то есть перекопать все наши горы и так далее, и так далее. Вот. И то есть два пути, и и Садыр Джапаров, и его компашка выбрала именно второй путь. Как показывает практика, история и опыт других стран, от этого не богатеют страны, те же африканские страны мы знаем,
от этого богатеет лишь верхушка страны, да, в условиях такой высочайной коррупции это, ну, то есть мы от этого никакой пользы не получим, ну, получим огромную проблему на долгие годы вперед для наших детей, внуков, правнуков и так далее, да, то есть это огромный ущерб экологии, который нанесут эти же золотодобывающие, уранодобывающие компании. Мы до сих пор, на примере Минкуш могу сказать, до сих пор мы не можем на протяжении десятков лет разгребсти все то, что осталось от прежних урановых добыч, да, и мы собираемся это делать, выбирать именно этот путь, ну, мне кажется, тупиковый путь. Вот. И тем более в 2019 году население вышло против разработки месторождения Кызылымпыль. Вот. И мне кажется, что надо считаться с мнением населения. От этого мы плавно перейдем ко второй теме. Э, Соответственно, наша власть на сегодняшний день абсолютно не считается с мнением населения, делает все, что ему заблагорассудится, в своих личных интересах, в интересах компаний, детей своих, ну, друзей детей, ну, аффилированных с ним компаний и так далее, и так далее. Мы это показывали в своих расследованиях, и от этого как раз-таки политические репрессии, да, по тому же вопросу Кемпирабада, когда они, абсолютно не считаясь с мнением населения, и те, кто хотели протестовать против передачи Кемпирабада а, Узбекистану, их посадили и долго томили судебными разбирательствами, следственными действиями. И сейчас практически, по последним данным, отбирают любые возможности у них а, участвовать, ну, защищаться, да, то есть по последним данным даже в прениях отказали, смогли поучаствовать только 7 человек, а остальным отказали в этом. И поэтому мы имеем то, что имеем, да. Политические репрессии – это в первую очередь показывает то, что люди, ну, вот, во власти, они абсолютно, им плевать на мнение населения. Вот. С другой стороны, население посматривает на это и, ну, чувствуется страх, да, что действительно власти запугали население абсолютным террором, вот этими посадками, вот этими судебными, следственными мероприятиями. За каждый пост, за каждое выступление приходят какие-то люди с правоохранительных органов, и которые угрозами заставляют делать то, что противоречит тебе самому. Вначале я услышал вопрос о том, что, ну, что вы думаете о том, что Минобразование переходит на 12-летнее обучение? Я думаю, что это, ну, прежде всего, требование, наверное, международные требования, потому что, ну, 12-летнее обучение – это стандарт, наверное, в тех странах, где наши дипломы хотелось бы, чтобы принимались, да, наше образование, наши аттестаты об образовании, хотелось бы, чтобы принимались, и не надо было бы пересдавать. Но с другой стороны, мне кажется, что абсолютно все равно, какая система 10-летняя, 12-летняя, да, но главное, чтобы качество образования было на уровне, чтобы наши побеждали на олимпиадах, чтобы мы во всяких рейтингах, ну, и реально мы получали качественное образование. Как бы мы ни переходили на какие стандарты, нестандарты, от этого не зависит, да. Пока мы а, пока, ну, то есть образование, качество не увеличится, пока не появятся учебники, пока
не будут сидеть по 30 человек в классе, да, там по 4 человека на парте, ничего не изменится. Пока не повысится уровень образования педагогического, пока не будет всего этого, мы ничего не будем иметь. Ну, то есть не зависит от этого. Так, Россия, Қазақстан уран қазып өнігіп жатат деп жазып жатышат. Сіздің ойыңыз қандай? Мысалы, уран қабылған эмнелер болот анық. Россия, Қазақстан уран менен эле өнүгүп атат деп ойдон алысмын. Уран билбейм, чоң деле киреше алып келбейт деп ойлойм. Ошо ошону айтып атам да, мен эки жол бар. Бул ошол эле Казакстан, Россия тандаган жолдор. Бирок Казакстан менен Россияда нефть бар да. Нефть менен байып, нефть менен эптеп мындай аракеттери, бюджеттерди толтуруп атат. Ал бирок ошол эле учурда мындай илим билимге, дүйнөнүн экономикага мындай конкуренцияга киргенге, кирип мындай чоң салым кошконго, чоң мындай конкуренция түзгөнгө түзө албады деп айта алам да. Россия менен Казакстан. Болтур ураны бар экен. Айтып атам го, эки жол бар. Бир жол ошо адам үчүн, эл үчүн иштеген, элдин билимин чоңойтуп, шарт түзүп берип. Экинчи болсо ошо эптеп жерлерибизди казып, бийликте отургандарды байытып, жанындагыларды, компанияларды байытып отура беребиз да. Баткенге кайрылсак, согуштан кийин мал мүлкүн жоготкон элдерге акча төлөп беребиз деген болчу. Эмнегедир эч ким көтөрбөйт бул суроону, дейт. Бир топ суроолор көтөрүлгөн жок. Себеби айтып атам го, баардык маалыматтарды жапканга аракет кылып атышат да. Өздөрү жакпаган. Ошол эле Акылбек Жапаров жарга такаганда эмне өлүп берелиби төлөй албасак деп. Бирок ошол эле КТР элтерде тим эле жомоктой жашап калдык деп маалыматтарды чыгарып атышат да. Так. Болот, что скажешь про Улана Ниязбекова, свата Садыры? Что могу сказать? Ничего хорошего. То есть человек не на своем месте, абсолютно некомпетентен. И единственное название его — это сват, да? Всю жизнь занимался прослушками, всю жизнь, как выяснилось, он делал свой личный бизнес, был замечен в связи с Камчи Гольбаевым, с Раймбеком Матраевым. И после этого его назначают министром внутренних дел и называют его там чуть ли не передовым министром. Ну, ерунда все это. То, что он творит с нашей, то, что он открыл уголовное дело, те уголовные дела на наших журналистов, это такой абсурд, такой бред. И я не знаю, как следователи там. Кстати, вот дело против меня возбуждали, там были следователи, там капитаны, старлеи, майоры. По нашим журналистам работают там 70% это полковники. Вплоть до мониторинга наших соцмедиа
занимались полковники. Вы понимаете, до какого уровня он а, опустился, да? Опустилось министерство, что полковники в угоду Улана Ниязбекова, да, его личным корыстным мести, это называю, или прикрытием своей задницы, работают вот над такими делами. Не террористов там ищут, не криминалитет, не борются с наркоторговлей, а именно занимаются слежкой, а, вот, всякими грязными делами, ушаками, фейками. Вот это вот нынешнее лицо Министерства внутренних дел. Вот что я об этом думаю. Я надеюсь, сегодняшний эфир, несмотря на то, что я впервые опробовал программу, которая может показывать фотографии, показывать видео, вот, получился интереснее, чем предыдущий. Я думаю, буду совершенствоваться, и в следующих эфирах я более опытно, более профессионально буду переключаться и так, на фотографии, видео и добавлять новые какие-то интересные вещи. Вот, на этом я заканчиваю. И да, я вначале задавал вопрос, вдруг если в 8 вечера это слишком рано для прямого эфира, есть люди, которые не успевают до дома доехать и нормально посмотреть, то пишите в комментариях, и до следующей недели мы изучим и, возможно, сделаем удобное для всех время прямого эфира.